Здравствуйте. Здравствуйте, Асель. Здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Да, у меня тоже все хорошо. Я думаю, можем начинать или можем подождать? Как вам будет удобно? Эфир будет записываться? Если будет А, записываться, то да, эфир можете... будет записываться. Все отлично. Тогда начинаем. Вот и люди подключаются. Прекрасно. Всем здравствуйте. Сегодня в нашем эфире Асель Муратова, эксперт по профориентации молодежи и подростков. Добрый день, Асель. Добрый день. Давайте начнем тогда с наших вопросов. Итак, как понять, какая профессия подходит именно тебе, если не знаешь, с чего начать? Ну, конечно же, есть несколько вариантов, как себя протестировать или как понять. Это нужно исследовать. Есть несколько вариантов. Один из вариантов – это себя тестировать. Тестировать Мгм. на разные тесты. Есть профессиональные, то есть какими навыками я хорошо владею. Есть тесты личностные, да, психологические такие. А какой тип профессии мне больше подходит? Работать с людьми или я больше интроверт и люблю больше работать в одиночестве? И также есть такие тестирования на вид предпринимательств, ты, да, или ты все-таки в найме или в карьере, да, будешь развиваться на государственной службе или в корпорациях. Поэтому, смотря в чем запрос, но лучше все три пройти. Есть профессиональные тесты, есть профессиональные коучи, есть профориентаторы, которые могут с этим помочь. Например, в моей жизни произошло так, что я, наверное, только в 39 лет, к сожалению, поняла чем бы я хотела заниматься. И Мгм. поэтому, наверное, и в этом мне помог коучинг. То есть, когда я стала изучать себя, тестировать себя, ну и исследовать еще одну очень важную вещь, это исследовать свои ценности и свои убеждения, что для меня очень важно. Оказалось, что для меня очень важны дети. И поэтому я решила заниматься развитием молодежи, хотя до этого работала в HR, я работала в крупных компаниях системы Самру, Казана, Назарбаев университет, нефтяных организациях. Я шла туда, где просто есть развитие, модно или, казалось бы, статусно, и где платят деньги. Но это вот как Журтан Балдара, да, ты смотришь, где тренды, идешь туда. Но на самом деле именно в 39 лет я начала изучать себя глубже и поняла, что для меня очень важно быть социальным, ответственным человеком, то есть социальные ценности, и очень важно дети. И благодаря этому у меня открылся свой бизнес, потому что все проекты, которые сейчас реализую, большинство из них связаны с профилактикой суицидов, правонарушений, с профилактикой безработицы, с повышением занятости молодежи, детей, ну вот и развитием у них стрессоустойчивости и профориентационных навыков. Поэтому очень важно изучить еще свои ценности, как тебя воспитали, что для тебя важно, карьера, власть, деньги, социальные, духовные ценности. И именно ценности могут определить то, какой выбор вы сделаете, в какой сфере идти. Хочу быть полезным обществу, тогда это социально ориентированные проекты,
работы, либо государственная служба. Если я хочу быть известным, популярным и бизнес направленным, то это может быть ну, такие бизнес вещи, ну, даже в том числе и блогерство, да. Если я Мгм. хочу быть IT-интроверт, у меня вот у сына есть одноклассница, которая уже в 15 лет имела на YouTube-канале 4 миллиона подписчиков, и, если я не ошибаюсь, это было 10 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас у нее 12 миллионов подписчиков. Это тоже самореализация и заработок, ну Мгм. и профориентация. Ну, она немного общается, я так поняла, в эфирах, она просто записи делает и ведет стримы. Мгм. Я думаю, это отличные советы для начала. А дальше, например, какие ключевые навыки и компетенции стоит развивать современным молодым людям, чтобы они оставались конкурентоспособными на рынке? Ну, сейчас, конечно, такой век, что все непредсказуемо, и все очень сильно меняется, но основные навыки, которые вот мы делали проект по молодежный профориентационный лагерь, и основные навыки, которые мы там тренировали, это первое, это проходили они тесты и понимали, что у них лучше всего получается. Дальше это была финансовая грамотность, это бизнес-планирование, то есть это умение, как открывать свой собственный бизнес, стартапы, вот, привлекать инвестиции. Третье, это была цифровая грамотность, потому что сейчас очень важно, да, понимать, что без IT-направлений, ну, это очень сложно развиваться. Также у нас было дальше трудовое законодательство и вообще законодательство, юридическая грамотность, потому что даже чтобы трудоустроиться на работу, тебя не обманули или все твои права сохранили, очень важно все нюансы в трудовом договоре читать. А если вы сами будете открывать бизнес, то как правильно нанимать на работу, чтобы, допустим, ну, не пропустить какие-то налоги и потом, чтобы вас не закрыли, да, полностью компанию. Также SMM, одно из направлений у нас было, очень нравится молодежи, кстати, потому что очень много сейчас мобилографии развиваются. Ну и, наверное, чем мы завершали наше направление, это у нас были очень так, мотивационные спикеры, плюс это стрессоустойчивость, вот умение преодолевать стрессы, потому что в любом жизненном этапе, в карьере или в бизнесе тебя будут всегда сопровождать определенные трудности, потому что когда ты расширяешься или меняется экономическая ситуация или политическая в стране, это все отражается на бизнесе, на работе. Могут быть сокращения, могут быть, вот как в карантин, да, закрыли магазины. И поэтому, что мы еще тренируем, это стрессоустойчивость и нетворкинг и коммуникации. Потому что даже для того, чтобы трудоустроиться или для того, чтобы открыть бизнес, очень важно создавать партнерство, бизнес-партнерство, либо знакомиться, чтобы тебя взяли на работу или тебя рекомендовали куда-то. Поэтому это коммуникативные навыки. Ну и самый главный навык, который рекомендует Всемирный экономический форум по их отчетам, это умение быстро переобучаться. То есть без стресса перестраиваться, быть очень гибким. Ну так тренировать гибкость мышления, перестраиваться в любой сложной ситуации, быть готовым к обучению новому. Хорошо, спасибо большое. Асель, вы как мама-продюсер, что можете порекомендовать родителям и педагогам, чтобы они могли помочь своим подросткам выбрать профессию? Ну, вообще, родителям я бы рекомендовала, конечно, очень много родителей обращаются, прокачаться сначала самим, да, немножечко в плане того, какие профессии существуют, какие сейчас исчезнут. Есть атлас профессий, которые... Вообще родителям самим нужно быть очень грамотным, потому что они работали, например, в одной сфере, а дети интересуются, может быть, другой. И они эту сферу совершенно не знают. Поэтому мы часто проводим мастер-классы для родителей, где знакомим их с видами профессий, какие могут исчезнуть, а какие могут появиться и какие трансформируются. Второе, я бы, наверное, рекомендовала родителям, вот я уже говорила, тестировать детей, ну и вначале, наверное, вводить их на разные кружки, если нет, ну, тесты же не всегда бывают объективными, не субъективными, поэтому вот мы с сыном как делали, мы ходили на разные кружки, начиная вот с шахмат, потом карате, теннис, английский, и, честно говоря, я даже не знала, что мой ребенок творческий, когда однажды просто я увидела рекламу в Инстаграме, приходите на кастинг,
радиоведущих, мне казалось, что мой сын к этому склонен, но я не была уверена. И на кастинг актеров в сериал. На кастинге радиоведущих мы обнаружили у него актерские способности дуближировать. Поэтому нужно пробовать все. Родителям нужно максимально водить детей на все различные кружки и выбрать то, что больше всего нравится ребенку, или то, что у него легче всего получается. Вот мы с Султаном обнаружили, что у него хорошо получается актерский дубляж, из-за этого и актерское мастерство, и он стал сниматься в сериале. Я даже не знала, что такая профессия это есть, что актер дубляжа, что, оказывается, вот эти все крутые фильмы, которые Marvel, да, снимают у нас, оказывается, дубляжируют, и там закрепляются голоса, да, и ты можешь выиграть этот конкурс и быть там, не знаю, самых знаменитых актеров дубляжировать на русский, там, казахский языки, анимация, видеоигры. И недавно я обнаружила, так как сын еще перешел в звукорежиссуру, теперь ему понравился дубляж, звук, и родителям очень важно мониторить зарплаты, да, тоже, потому что мы же хотим не только профессию ребенку дать, это же не хобби, да, это же все-таки доход, соответственно, нужно повышать такую финансовую грамотность и понимать, где заработки хорошие, да, для вашего ребенка, тем более у меня мальчик, я надеюсь, что он будет там обеспечивать свою семью, своих детей. Соответственно, очень важно понимать, что я посмотрела зарплаты в LinkedIn, попросила даже Султана промониторить. Оказалось, что в Netflix была вакансия, вот буквально месяц назад, но на как саунд-дизайн, это вот связано со звуком, в видео играх, и этот саунд-дизайнер может минимально $90 000 в год получать, максимально $600 000 в год. Это примерно около 300 миллионов тенге в год. Это почти по 25 миллионов тенге в месяц, да. Соответственно, я посмотрела, какие там требования. Требований к высшему образованию нет. Поэтому это удивительно, но в нашем мышлении, да, родителей, что сначала должен быть какой-то там опыт, образование, и только потом ты сможешь быть реализованным. Поэтому первое, наверное, рекомендовала бы родителям изучать, какие новые профессии существуют, какие требования к этому образованию. Ну, ваш ребенок может даже, не получив высшего образования, уже зарабатывать хорошо. И это курсы различные. Потому что многие дети сейчас не хотят учиться, да, там дальше. Хотя я за образование, конечно, но если вдруг ваш ребенок не хочет, то как можно помочь ему либо открыть свой собственный бизнес, либо найти работу такая, которая даже не требует высшего образования, если ребенок не хочет. Поэтому родителям изучать тренды, какие существуют в профессиях, какие профессии исчезнут, стоит ли сейчас ребенка направлять учиться куда-то, профессия, которая будет уже не востребована лет через 5. Вот. Учиться родителям, наверное, стратегическому видению, прогнозированию. Ну и сами родители тоже должны понимать, что одной профессии уже на всю жизнь вряд ли будет, и поэтому нужно ребенку развивать несколько навыков. Вот. И, ну а что, еще водить, конечно, если есть возможность, водить к профориентаторам и к психологам, которые занимаются профориентацией, потому что они могут подсказать вам, какой тип профессии по типу психологическому или типу темперамента подходит вашему ребенку. Потому что мы иногда мечтаем дать своим детям, вот айтишник, иди в айтишники. Я тоже так хотела, чтобы мой сын был айтишником. Но когда он пошел в IT-школу, через месяц он мне сказал: мама, мне так скучно, я не хочу. Но я говорю: нет, айтишники же классно зарабатывают, может, тебе понравится. Он ходил дальше, он говорит: мне вообще не нравится, мама. Вот поэтому желательно, конечно, смотреть не только за трендами, но и нравится ли вашего ребенка. Видите, классный тренд, отвели ребенка, посмотрели, если ему нравится, окей. Но еще один нюанс. Если вы вводите ребенка на какие-то кружки или на какие-то навыки, смотрите внимательно на преподавателя. Потому что у меня было так, что вот сын, мы пошли к одному преподавателю, и, к сожалению, он не смог его замотивировать. У него был такой авторитарный стиль ведения, да, занятий, и у Султана не пошло. Но мы пошли, я не стала останавливаться на этом, решили протестировать в другом месте, и преподаватель, который говорил: не ты должен, а который: я верю в тебя, Султан, ты, ничего страшного, если не получилось.
получится в следующий раз, не переживай. И все с этого момента у ребенка, у Султана прям все, ну, пошло как по маслу. Поэтому прежде чем отдавать ребенка на какие-то кружки, ну, на какие-то бизнес-курсы даже, обязательно смотрите на тренера и преподавателя, который будет, ну, как он должен мотивировать и вызывать любовь ребенка к этой профессии. Если вы ребенок спортсмен, допустим, очень много спортсменов, да, развивается, и, в принципе, большой теннис – это очень прибыльная, да, там такая работа. Очень много спортсменов, но есть такой тяжелый, кому-то нужны такие авторитарные тренеры, а кому-то нет. Вот, например, у меня ребенок творческий, хотя он занимался спортом и до сих пор занимается, но я очень внимательно отношусь к тому, кто ему будет преподавать, или кто, сейчас у сына есть свой продюсер, кто будет его продюсером, да, с кем он будет работать, внимательно отслеживаю ценности и стиль преподавания или мотивация этого человека. Потому что у вашего ребенка может быть талант к этому, но из-за того, что преподаватель любит свою профессию, но, к сожалению, не тот стиль использует для вашего ребенка, то он может у него вызвать, наоборот, как потеря интереса у ребенка будет. Хорошо, спасибо большое. В прошлый раз мы записывали с вами видео, вы рассказывали про карьерное портфолио. Можете подробнее Ой, тоже да, рассказать о нем? отдельно хотела рассказать про это, хорошо, что вы напомнили, про карьерное портфолио. Вообще, когда я стала заниматься профориентацией своего сына, я поняла, что для того, чтобы ваш ребенок уже трудоустраивался на работу и стоил, допустим, дороже, чем начинающий, если вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил и получил какое-то образование или грант за рубежом, очень важно иметь портфолио. Если ваш ребенок творческий, то, например, чтобы пройти кастинг или получить какую-то роль в рекламе или в съемке кино, или там даже устроиться на работу звукорежиссером без высшего образования, у него должно быть портфолио. Я даже рекомендую, неважно, вот творческий ваш ребенок или нет, первое, что мы делали, это видеовизитка. На видеовизитке Султан рассказывает, это, можно сказать, резюме, да, кто я такой, чем я владею, как я к этому пришел, и кем я хочу стать или какую работу я хотел бы получить. Дальше мы записывали уже, я, конечно, вкладывала, я вообще рекомендую родителям инвестировать в портфолио и вообще инвестировать в детей, потому что я инвестировала в мобилографов, фотографов, которые посещали те мероприятия, где занимается Султан, снимали это все, фотографировали и выкладывали на его страничку, где очень важно было показать, что он волонтерской деятельностью занимается, что он актерским мастерством занимается, что он дубляжирует, не просто занимается дубляжом, а результаты его работы. То есть он умеет дубляжировать драму, он умеет дубляжировать комедию, он умеет анимацию дубляж делать, какую музыку он пишет. То есть все результаты ребенка обязательно фиксировать. Снимать на телефон, который не профессионально и издалека плохо видно, там не видно талантов ребенка, поэтому я рекомендую все-таки педагогам профессионально вести портфолио. Вот у вас, например, есть несколько детей, которые хотят там поступить в творческий вуз или там на физику, математику или на IT, и ему нужно создавать какие-то проекты. Задавайте родителям вот какие-то проекты и предлагайте им это снимать, фотографировать и выкладывать на страничку. А если педагог сам будет классным продюсером своих детей, он может вести свою страничку и выкладывать работы своих учеников. Как раз другие люди, которые будут понимать, что они могут там потенциально талантливых детей найти, даже HR, да, они могут увидеть там талантливых мобилографов, талантливых айтишников. Поэтому педагоги тоже могут быть продюсерами, потому что молодые люди уже в 15-17 лет, они уже могут зарабатывать, и у них даже мышление продвинутее, чем у взрослых. Они могут давать такие вещи, которые там взрослые не могут дать. Поэтому портфолио, оно должно состоять, первое, из видеовизитки, работ, которые делает ребенок. И еще я бы предлагала такую волонтерскую деятельность, потому что волонтерство тоже приветствуется. Например, не только потому, что нужно поступить за рубеж, и волонтерство приветствуется, потому что вот я сейчас наблюдаю за своим ребенком, он волонтером почти с 12 лет в фонде «Особые праздники». Он поддерживает детей с особыми потребностями и выступает с ними на одной сцене, чтобы была такая социализация. И вы не поверите, то, что не могла воспитать в нем я, вот какие-то вот ответственность, социальные, приносить пользу обществу, я говорила об этом
этом, но как-то я не могла это воспитать в нем. Вот именно в общественном фонде он понял, как он важен, почему важно заниматься, ну, вот такой общественной деятельностью. И я уверена, что при прохождении интервью это будет важным, потому что социально ответственный человек всегда больше ценится при приеме на работу, нежели эгоистичный. Поэтому показать то, что он занимается волонтерской деятельностью. И если ребенок тренирует навык актерского мастерства и публичных выступлений, то желательно, чтобы ребенок записывал свои экспертные видео, что он любит, как вот сейчас мой Султан записывает, как он, что такое петличка, как работает звук. Мы записываем то, как он создает новые треки и его работы музыкальные. Поэтому видеовизитка, его работа, волонтерскую деятельность и, можно сказать, интервью своего ребенка брать, задавать ему вопросы о его профессиональной деятельности или советы детям, как в этой профессии реализоваться, если они уже там выбрали какой-то свой путь, по крайней мере, двигаются либо в спорте, двигаются в этом направлении, либо там в звукорежиссуре, либо физика, математика, либо IT. Но если ваше портфолио еще на английском языке, если сделать, то вообще будет круто, если это международный уровень, то при приеме на работу и при поступлении в зарубежный вуз карьерное портфолио может сыграть, особенно, по-моему, в США, большую роль даже, чем оценки. Окей. Большое спасибо за такие советы полезные. Следующий вопрос. Как вы думаете, со своей экспертной точки зрения, какие профессии будут самые востребованные в будущем? Ну, такие одни из самых Ну, востребованных. одни из самых востребованных, конечно, сейчас стоит то, что это будет IT и роботизация, ну, потому Мгм. что век такой технологический, как называть, век четвертой промышленной революции сейчас считается. Мгм. Поэтому, конечно, все, что связано с IT, роботизацией, будет всегда вот в ближайшие годы востребовано. Цифровизация, цифровое мышление, это, наверное, самое высокооплачиваемое будет и самое востребованное. Но одно из новых направлений сейчас считается, это новая нефть, это креативная индустрия. То есть Мгм. креативная индустрия – это все, что связано с творчеством, дизайном, нестандартным мышлением. А вот сейчас у меня сын, ну, можно сказать, в креативной индустрии. У креативной индустрии это и фэшн, и мода, и музыка, Мгм. и графический дизайн, все, что ну, такое, ну, творчество, искусство. Но если это такое в новом формате, да. Есть еще одно из направлений, которое тоже считается, что будет продолжаться развиваться, это зеленая экономика. Это то, что связано, ну вот мы делали во время карантина проект с ребят, 4000 школьников у нас было в проекте, и там мы именно экологическое мышление тренировали. То есть если ты, например, представь, что ты Аким, и тебе нужно построить дорогу, увеличить трафик дорожный, но как ты его построишь? Если ты выдаешь решение с экологическим, вот многие компании сейчас называют ESG. ESG – это environment, social and, ну, какие-то, как ты умеешь принимать решения, учитывая окружающую среду, социальные потребности, ну и государственные, да, какие-то такие решения принимать умеешь. И все это учитываешь. И очень важно понимать, что любые идеи, которые будут, и проекты, и предложения, связанные с улучшением экологии, или бизнес, который создает какие-то экологические фильтры, снижает отходы, перерабатывает какие-то вещи, это все, скорее всего, будет финансироваться и будет высокооплачиваемо, потому что это тренды, ну, по всему миру. И где бы вы ни работали, если вы будете это транслировать, и все ваши проекты будут связаны с этим, однозначно вы будете высокооплачиваемым экспертом, потому что это сейчас очень сильно поддерживается. И если вы будете придумывать идеи, связанные с улучшением экологии, воздуха, отходов или там, не знаю, даже связанное что-то с мусором, это все будет поддерживаться, вы будете получать гранты и инвестиции. Мгм. Хорошо, спасибо большое. У меня также возник вопрос. Вот в нашей стране очень много проблем с безработицей, да, такой высокий процент молодежи, которая, например, не работает или что-то не интересует. Как справляться с данной проблемой? Ну,
Смотрите, здесь очень важно понимать, что безработица, она связана, ну, еще с определенными ситуациями, да, там в регионах или в стране. Но если говорить те проекты, которые мы сейчас реализуем, это вот мы ездим по регионам и рассказываем, да, какие профессии будут в тренде, какие исчезнут. Но есть еще один такой нюанс, что у нас много не только вот безработицы, еще лудомании, то, что очень быстро хочется многим деньги и легко заработать, но они не знают, каким способом. Да. Хочется очень быстро, никто не хочет долго, да, идти к цели. Сейчас многие даже WhatsApp на 2 слушают, да, скорость, потому что все хотят быстро. Я согласна, и я тоже за то, чтобы успех приходил быстро, но очень важно давать выбор, да, учить молодежь, наверное, расширять свое мышление и кругозор. Допустим, у меня одна была девушка, которая на консультации, она, вот есть такие инструменты коучинга, задавать вопросы так, чтобы расширять потенциал и выбор ребенка. Девушка говорит, я хочу стать психологом. Я задаю вопрос, чего вы хотите? Она говорит, хочу стать психологом. Потом задаю вопрос, почему это важно? Она говорит, хочу помогать людям. Третий вопрос, как этого можно достичь? Она говорит, ну, наверное, надо 4 года отучиться на психолога, потом 3 года хотя бы практики, и через 7 лет я смогу стать востребованным психологом. Тогда я спрашиваю, как вы поймете, что вы достигли результата своего, почему вы выбрали эту профессию? На что она говорит, ну, наверное, я помогла людям. Я говорю, скольким людям вы хотели бы за 1 год хотя бы помочь? Она говорит, 1000 человек хочу за 1 год. Я говорю, вы одна справитесь? Ну, ведь вы много хотите. Она говорит, ой, наверное, одна не справлюсь. Наверное, нужен центр, в котором много бы людей могло получать услуги. Я говорю, вы одна будете там работать? Она говорит, нет, нет, нужна команда. И значит, смотрите, поменялась цель, не стать психологом, а открыть центр. Теперь я спрашиваю, сколько времени займет у вас открыть центр и набрать команду? Она говорит, всего лишь полгода, наверное, максимум. Смотрите, есть разница 7 лет, да, вот мышление, что надо очень долго идти к цели, либо полгода. У меня есть клиенты, у которых, например, есть несколько стоматологий и очень крупных, и шикарный бизнес, но сами они не стоматологи. То есть не обязательно быть стоматологом или психологом, чтобы открыть такой центр, достаточно набрать профессиональную команду, если ты хочешь в этой сфере развиваться. И таким образом ты быстрее к цели придешь. Поэтому, наверное, мы сейчас стараемся с преподавателями работать в школах, чтобы они овладевали такими инструментами, показать ребенку, как он может сначала долгим путем пойти, коротким путем, как, если ты вдруг не получил работу, то как можно открыть собственный бизнес или быть фрилансером. И это, наверное, все-таки развитие профориентаторов в нашей стране, ну вот если глобально смотреть. Конечно, есть еще и очень много от государства должно быть программ, государство и так очень много старается, даже вот ваш проект, он тоже связан, да, с информацией молодежи о том, какие возможности для них существуют, потому что часто бывает, что молодежь даже не знает про гранты, да, мы вот приглашали на свои проекты экспертов с Булашак, экспертов там, которые знают, где гранты даются на вот эти идеи. Это небольшая как неинформированность, да, и очень важно понимать, что если государство будет помогать, вот как вы сейчас, да, информировать больше молодежь о возможностях, которые существуют, я считаю, что очень важно профориентаторов развивать по регионам и вообще по всей стране, чтобы дети понимали, во-первых, свой потенциал, видели, что они очень много могут, потому что иногда, к сожалению, в школах из-за большого количества детей преподаватели не успевают раскрывать потенциал детей, и дети в себя не верят, не видят, какими они владеют способностями. Второе, профориентация – это такой, ну, большой процесс, долгий, поэтому на это нужно специалисты. Я знаю, что сейчас уже запущены профориентаторы в школах, но вот это направление очень важно развивать. И вот того, чтобы дети не уходили в лудоманию или вот, знаете, вот наркозакладчики тоже, да, бывают, они хотят быстрых денег, потому что, ну, трудная жизненная ситуация, причем они хотят быстрых денег не потому, что они просто хотят быстрых денег, потому что у них там болеют родители, у них там очень тяжелая финансовая ситуация в семье, но нужно им показать, что есть другой быстрый способ, да, и он более экологичный, Экологично, полезный, да. да, и он, ну, не нарушает закон. Тогда у нас Мгм. будет
предотвращаться и преступность, и лудомания, ну, и вот молодежь, она все-таки будет понимать, что кто хочет легких денег, есть легкие профессии, кто любит очень много трудиться, ему хочется прям погружаться, много времени тратить в работу, то, пожалуйста, и профессии такие тоже существуют. Поэтому я бы рекомендовала развивать экспертов, профориентаторов в школах, чтобы они, прежде чем ребенок выйдет из школы, он уже знал, как много перед ним возможностей на любой формат заработка денег. Спасибо большое, Сель. Это был очень полезный эфир. Вот тут даже обратная связь от подписчиков. Говорят, классный эфир, спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи в вашем бизнесе. Спасибо Вот. большое. Если кто-то из подписчиков захочет, вот просмотрев этот эфир, задать какие-то вопросы, обязательно пишите. Я постараюсь максимально, если какой-то индивидуальный случай, ответить, поддержать или помочь, или выслать какую-то полезную литературу. Да, вы можете написать в комментариях, либо же в дайрект написать. Все, спасибо большое, до свидания. До свидания.